Здание Покровского роддома построили в 1998 году. Трехэтажное, добротное и красивое здание. В первые годы оно было чуть ли не главным украшением города и вызывало восхищение у жителей и гостей. С тех пор прошло 23 года. Сейчас, подойдя к роддому, можно увидеть неприглядную парадную лестницу с побитой плиткой, а внутри здания, если присмотреться, заметны обветшалости. Но самое главное – боль как персонала, так и пациенток – неисправные лифты. К нам поступила девушка экстренно. Ходить нельзя ей было с кровотечениями. Лифт не работает. Оказалось, что 10 лет уже не работает. А гинекология находится в 3-м этаже. Больную поднимали хрупкие медсестры на руках. Персонал уже смирился и просто делает то, что должны делать. По словам персонала, первый лифт перестал работать в 2008 году, второй – в 2012 году. Были попытки починить их, но безуспешно. Конечно, вызывали и электриков, ремонтников, и пытались они ремонтировать. Сказали, что по тем временам требовалось 1,5 миллиона, сумма озвучивалась, а сейчас на полную замену требуется 7 миллионов рублей. Вот. То есть они уже неисправны? Они неисправные, полностью надо заменять. В здании роддома еще ни разу не проводился капитальный ремонт, лишь местами косметический. Помимо неработающих лифтов, необходимо обновить систему теплоснабжения. Об этом говорит и сам персонал. Также роженицы жаловались, что в зимнее время дует из окон. Спасают ситуацию теплые полы. Мы, конечно, пытались, и когда кандидаты в депутаты приходили разных уровней, ну и администрация, районы и так далее, чиновники другие тоже, когда были у нас на встрече приходят, мы им все время, конечно, задаем этот вопрос. И пытались тоже они найти выход, но, видимо, сумма очень большая. Но страдания рожениц и акушерок не продлятся долго. По словам руководства Хангаласской центральной районной больницы, роддом стоит в списке на капитальный ремонт в следующем 2022 году. Объемы и источники финансирования пока неизвестны. Телеканал «Якутия-24» продолжит следить за развитием событий. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.